Рейдовое мероприятие сотрудников МЧС по соблюдению мер противопожарной безопасности начинается именно с этих бараков по улице Широкая. В одном из них проживают около 10 семей с маленькими детьми. И по словам Калоя Дарсигова, все они рискуют своими жизнями. То, что ситуация действительно плачевная, становится ясно с первых же минут обхода территории. МЧСники в первую очередь проверяют герметичность соединений шлангов и кранов газовых плит. В 50% случаев износ именно этих деталей приводит к утечке газа. Правил пожарной безопасности. Харцева атлетия, скотч, дуак, ханцотовая я примерно я имею проверки утечки халища уже газовые службы бог может на данный момент хатсум царцание письмыш их дату информировать бя по прокуратура цхатоз неоднократно. Вчера счет проверки жуаус, ну на данный момент изменений никакого. Меры воздействия административного характера еще не было, но как бы все возможные инстанции мы уже проинформировали о том, что как бы данные бараки, которые находятся в сельском поселении Троицка, находятся в очень плачевном состоянии. Ну, пороховые бочки на самом-то деле. Дальше лор болберш, мочь хама зулма. Цель рейда – профилактика противопожарной безопасности среди населения. Сотрудники МЧС раздают жильцам памятки, в которых прописаны основные правила и требования в использовании газовых приборов и электрооборудования. Тут же указаны и номера телефонов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, к примеру, пожара, который может произойти в любое время из-за вот такой ненадежной электропроводки уже во втором бараке. Электропроводка, проложите. А чем вот это все опасно? К чему может привести? Тут сейчас элементарно при перепаде напряжения электричества может сейчас произойти электрозамыкание. Даху, как мы сейчас видим, тут идут обои и в коробке заизолированы яйца, закрыты яйца. Тихая смерть в результате утечки и отравления угарным газом или искра и взрыв с пожаром. Трагедия часто разворачивается всего за несколько минут. Не допустить это может каждый из нас. Достаточно соблюдения элементарных правил безопасности. Уже в другом доме та же картина. Сотрудники МЧС фиксируют ряд нарушений только в одной котельной, на что призывают обратить внимание газовиков. Уже бокбан, я имею в виду, свойство штыряться дождаться, он может запросто загореться еще уж бы. Да тут еще от жаи батарей, турк точнее. Информация, ёхты газ, главе Сунжского района, сельское поселение Троицкий, глава администрации, прокуратура проинформируйте газ, ця кызла, даху, еболх цары, сантейпар, хамет болбу болуш. Нередки случаи подключения газа при помощи резиновых шлангов вместо железных, как того требуют правила, из-за чего кабели со временем изнашиваются. Безопасность в сфере газоснабжения по-прежнему остается одним из наиболее актуальных и проблемных вопросов в нашем регионе. Уже с начала Нового года зарегистрировано 4 пожара. Один из них произошел в Сунже с летальным исходом. Причины возгорания устанавливаются. Спасатели призывают обратить особое внимание на пожарную безопасность в частных домах и многоквартирных. Люди в быту, как правило, забывают о том, что нужно соблюдать требования безопасности. В частности, при использовании электрических обогревательных приборов, при использовании отопительных печей. Допустим, то же самое при соблюдении осторожности при курении элементарной, которое является на сегодняшний день основными причинами возникновения пожара, особенно в зимнее время. Хотелось бы обратиться к людям с большой просьбой, если честно, соблюдать требования безопасности. И самим соблюдать, и если можно, проводить беседы со своими домочадцами, детьми, которые сами не знают и которым надо это дело напоминать. О последствиях, которые могут быть в результате несоблюдения, да, я думаю, говорить не стоит. Профилактические мероприятия, направленные на соблюдение противопожарных мер, будут проводиться и дальше. Правда, остается очевидным другое. Снизить цифры статистики невозможно без ответственного подхода самих жителей. Адам Мережков, Магомед Даскиев, Новости 24.